В этом году в Башкортостане уже зарегистрировано 35 случаев заболевания геморрагической лихорадкой. А вот по поводу присасывания клещей обратились почти 1000 человек. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Альфия Султанова, заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Альфия Ришатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами обсуждаем, наверное, одну из актуальных тем, потому что это и мышиная лихорадка, как ее чаще и привычнее называют жители республики, и присасывание клещей. Начался, к сожалению, вот такой вот сезон. 35 человек обратились с ГЛПС. Насколько это большая цифра, если сравнивать с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом, в 2025 году, обратилось 60 человек. В этом году наблюдается благополучие относительное, то есть практически в 2 раза меньше обратившихся. Несмотря на то, что уже сезон начался, пока мы таких сильных обращений не наблюдаем. Но, однако, мышиная лихорадка или ГЛПС – это природно-очаговая зона инфекционных заболеваний. Наша территория, Республика Башкортостан, эндемичная по этому заболеванию, поэтому нужно иметь настороженность. Почему именно вот весной и в начале лета это вот самый опасный период в этом плане? Весна, начало лета – это природа пробуждается, начинается пик жизнедеятельности грызунов, основных переносчиков ГЛПС. Молодняк грызунов уязвим к инфекции, и поэтому быстрее инфицируются. Далее начинается весна, лето, это пик активности в огороде, в дачных участках, активно выезд на природу, идет больший контакт с природой, то есть большая возможность инфицироваться ГЛПС либо клещевым энцефалитом. Вот что нужно делать для того, чтобы не подцепить мышиную лихорадку, особенно нашим дачникам? Вот такие вот прям вот советы, они, может быть, уже и общеизвестны, но тем не менее, что нужно сделать для того, чтобы остаться здоровым? Дачный сезон открывается. В первую очередь по прибытию на дачу, конечно же, нужно проветрить помещение. Уборка в помещениях важна не сухая, не поднимать пыль, а влажную уборку. Проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами. При этом использовать защиту для себя, защиту верхних дыхательных путей, чтобы пыль не попадала на слизистые оболочки. Используем респираторы, маски, марлевые повязки, смоченные водой. На руке также резиновые перчатки. То есть не должен быть контакт с кожей, со слизистыми. Тщательно моем руки после работы, перед едой. Перед курением также важно мыть руки, чтобы также не загрязнять слизистые оболочки. Далее. Используем продукты, фрукты, овощи, тщательно моем, кипяченые либо бутилированной водой. Овощи, загрязненные либо покусанными грызунами, выкидываем, то есть не используем. Все продукты храним в закрытых контейнерах, емкостях, недоступных для грызунов. Также важно благоустройство территории, то есть очистка территории от сухостоя, свалок мусора, там, где могут быть гнезда грызунов. Также необходимо обеспечить грызунонепроницаемость помещения. Закрываем, тщательно герметизируем все трещины в фундаментах, засечиваем воздуховоды в погребах. Если есть какие-то ветхие сооружения, также их под снос, чтобы там также не было гнезд грызунов. А вообще в этом году погода располагает к размножению грызунов или не особо? В прошлом году было тепло, и поэтому было обилие, да, и, я, насколько понимаю, было многочисленное их размножение. В этом году и паводка не было, который смывал, да, гнезда грызунов.
Как в этом году будет? Какая обстановка, как думаете? По прогнозу также высокая активность грызунов, и также возможен высокий риск инфицирования. Альфия Ришатовна, а если говорить уже о клещах, вот это тоже нашествие всегда, это наш бич, к сожалению, но с этим мы живем, успешно боремся. Что нужно делать для того? Вообще 1000 человек уже обратились. Были ли зафиксированы случаи энцефалита, энцефалитных клещей? Да, в этом году за период эпидемического сезона, с начала эпидемического сезона зарегистрировано около 1000 человек, в том числе 367 детей. Случаев клещевого вирусного энцефалита либо инфекционного клещевого боррелиоза в этом году не зарегистрировано. По сравнению с прошлым годом, в 2025 году за период 4 месяца обратилось 1650 человек. Полностью за 2025 год заболело 14 человек клещевым вирусным энцефалитом и 22 человека клещевым боррелиозом. Чем опасны эти заболевания? Вот давайте нашим телезрителям расскажут, которым, может быть, если и поймают клеща, да, вытащат худо-бедно на себе. Кстати, самим лучше вытаскивать или все-таки обратиться в медучреждение? Конечно, желательно обратиться в медицинское учреждение. Но если нет возможности далеко, то можно и самим убрать, но использовать пинцет, либо пальцами, обернутыми марлевой повязкой, чтобы не было контакта, не было возможности сдавить клеща. Вытягиваем осторожно наверх, чуть раскачивая головку, чтобы головка не осталась в ранке. Далее обрабатываем антисептиком, йод, хлоргексидин, спиртовой раствор. Клеща не видно, он заражен или нет, поэтому можно узнать, заражен он или нет и какой инфекцией, можно только в лаборатории методом ПЦР. Поэтому важно сдать клеща в лабораторию. Далее от этого зависит алгоритм лечения дальнейшего, если будут какие-то симптомы заболевания. Клещевой вирусный энцефалит – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. То есть это менингиты, энцефалиты, нарушение координации движения вплоть до смерти, до летального исхода, инвалидности. Поэтому важно как можно раньше установить диагноз. Что-то можно сделать? Да, от клещевого вирусного энцефалита есть специфическая профилактика. Вакцина-профилактика, которая предотвращает. Она проводится до выхода человека в эндемичные зоны, до наступления сезона, пика активности клещей. Это вакцина-профилактика стандартная, либо ускоренная для выезжающих лиц в эндемичные зоны. Также, если есть уже контакт с клещом, а человек не вакцинирован, то проводится серопрофилактика. Вводится в течение 72 часов, как можно раньше, иммуноглобулин. Также можно заразиться от клеща инфекционным клещевым боррелиозом. Это острая бактериальная инфекция, вызываемая боррелиями. Поражается в основном кожа, суставы, сердце, нервная система. От нее нет специфической вакцины профилактики, есть только антибиотика, профилактика. Также важно обратиться в первые 5 дней. Начать лечение в первые 5 дней. Поэтому важно сдать клеща анализы, узнать, чем болеет клещ. Если болеет, то и начать правильное лечение. Альфия Ришатовна, вот очень многие, когда пытаются вытащить клеща, то мылом каким-то, да, предлагают обрабатывать, натирать, то спирт капнуть вот, в место, где присосался клещ. Нужно ли это делать? Можно ли? Этого делать не нужно. Осторожно убрать клеща и обработать рану спиртовым раствором, антисептиком, йодным раствором. Репелленты, одежда, осмотры. Вот что из этого наиболее эффективно? В первую очередь, конечно, одежда. То есть выходим на природу, максимально закрытой одежде, недоступны для проникновения клеща. Брюки заправляем в сапоги, в носки, рубашки, верхнюю одежду также заправляем
в брюки, максимально закрытые манжеты, горловина, воротники, капюшон, головные уборы. Одежда должна быть плотной, однотонной, чтобы можно заметить клеща. Самовзаимоосмотр каждые 15 минут во время прогулки и, конечно же, после возвращения на нее обязательно. Репелленты имеют отпугивающее действие на основании диэтилтолуамида либо масла эвкалипта. Они отпугивают. Но также важно соблюдать инструкцию. Также имеются акарицидные средства, спреи, которые наносят на одежду, на рюкзаки, на другие снаряжения, походные. Они убивают клеща. Какой совет дадите родителям? Вот здесь же еще есть дети, которые иногда выезжают на природу. Дети часто контактируют с природой, то есть они маленькие, они играют на природе, садятся на траву. Есть риск подходить к клещам. Конечно же, родителям в первую очередь осмотр детей часто, также одежда. Детям часто мыть руки до еды, после возвращения с прогулки, то есть приучать к гигиене детей. Так же, как сама мама детей, замечаю на природе, дети любопытны, они любят найти насекомые, грызуна, белку, дикие животные, даже собачки, которые могут нести в себе клеща. Да и в целом могут быть опасны. Приучаем не притрагиваться, но контролируем своих детей, конечно же. Но репелленты можно использовать детям? Репелленты, да, они используются на основе эфирных масел, на основе диэтилтолуамида. Для детей средства, которые используют с более низким содержанием, соблюдаем инструкцию, но масла эвкалипта, они более сильно аллергены, поэтому и действие их коротко, 30-60 минут, то есть периодически нужно обновлять. Альфия Ришатовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как нужно бороться в борьбе с мышиной лихорадкой, с клещами и как можно себя обезопасить. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Альфия Султанова. Это заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Я, Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.